Давайте послушаем, как характеризует ингушка чеченцев. И как характеризует ингушей. И чем они отличаются друг от друга. Просто у чеченцев единственное, они никогда не сравнятся с ингушами по силе духа. Сила духа у ингушей, она есть, она будет, она была. Ай, быдер. Теперь давайте взглянем на факты и доказательства, и возьмем старинный документ о том, как было на самом деле. У кого есть дух, а у кого оно отсутствует. Военно-статистическое описание. Терской области. Часть 1. Тифлис. 1888 года. В 1810 году ингуши, жившие до того мирно в горах за Владикавказом, подстрекаемые чеченцами, переселяются на место, называемое Назрань, принимают магометанство, строят мечети и обязуются платить дань как кабардинцам, так и чеченцам, но вскоре чрезмерные требования вызывают вооруженные столкновения, и назрановцы просят помощи у русских.